Доброе утро! Начинаем наступивший новый день, вторник. Вместе с вами, дорогие друзья, «Утро Якутии» в эфире. Мы вам всем желаем отличного настроения и хорошего пробуждения. Катерина Накурова, Павел Танин вместе с вами. На календаре у нас 21 марта, и вот с чего мы его сегодня начнем. Поговорим о сотрудничестве двух республик Якутии и Осетии в рамках чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и узнаем, с чего началось сотрудничество. С наступлением теплых дней в детском зоопарке Дворца детского творчества увеличиваются часы занятий по кружкам «Живой уголок». Как провести отдых с ребенком с пользой, узнаете из нашего сюжета. Кондитер-самоучка из Московской области изготавливает и продает торты с необычным декором. Узнаем, что за такой декор интересный. О чем поет душа России? Поговорим о международном фестивале лоскутного шитья, который проходит в эти дни в Якутске. Вот это, в принципе, и не только будем сегодня обсуждать, об этом будем говорить. Но по традиции начнем, конечно же, с разговоров о погоде. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 29-40 градусов мороза. В заречной группе от 21 до 44, в южных минус 14-21. В Вилюйской группе 34-38, в Нижнеленских 33-35 градусов, в западных 28-33, в Колымы-Дикирской группе 26-32, в Янских 29-34, на северо-западе от 30 до 38. Температура воздуха в городе Якутске составила минус 29 градусов на 6 часов утра. Температура, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем нам обещают без существенных осадков, ветер западный со скоростью 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса мороза. А сегодня в Якутии отмечают День коневода-табунщика. Праздник установили в 2017 году по указу о мерах по развитию табунного коневодства в республике. В прошлом году мероприятия этого дня прошли в Нюрбинском районе. В этом году главные мероприятия проведут в Амгинском 21 и 22 марта. События посвятили в этом году 110-летию героя социалистического труда Тимофея Лукина. Ну и, собственно, о других событиях сегодняшнего дня расскажем далее. На календаре 21 марта. Сегодня отмечают Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день лесов. По народному календарю наступал весенний солнцеворот. На него приходился день вербы. К этой дате она уже должна была распуститься. Время верби осеребрится, говорили в народе. Ветки вербы приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры и болезни. В этот день бельгийским мастером духовых инструментов Адольфом Саксом запатентован саксофон. На сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление Beatles. Выступали они как поддерживающая группа. В последующие 2 года группа дала почти 300 концертов на этой сцене. Последние 27 заключенных навсегда покинули легендарную тюрьму Алькатрас. История этого печального знаменитого места началась в XVIII веке. Спустя 10 лет после закрытия здесь был открыт музей, который сегодня ежегодно посещают около 1 миллиона туристов. Про Алькатрас снято немало художественных и документальных фильмов. Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети Twitter. В этот день родились Леонид Утесов, советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР. Тимоти Питер Далтон, валлийский актер театра и кино. Сергей Лавров, советский и российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Российской Федерации. Гэри Олдман, английский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Варвара Субботина, российская синхронистка, 4-кратная чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Европы. Именины сегодня отмечают Афанасий, Владимир, Иван.
В Якутии стартовал межрегиональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы», который проводится в рамках образовательного проекта «От А до Я». На протяжении 3 соревновательных дней конкурсанты будут состязаться в профессиональном мастерстве по 8 компетенциям. Подробнее о чемпионате нам расскажет Алана Маргиева, руководитель информационно-аналитического отдела Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа. Алана, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, первый, наверное, вопрос очевидный, да, с чего началось сотрудничество вообще двух республик? Сотрудничество наше началось еще в 2021 году, когда по приглашению руководителя регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в Республике Северная Осетия Алана Лазаревича Маурауова делегация из вашей республики побывала у нас в гостях в Северной Осетии. Тогда и было подписано соглашение о сотрудничестве, и в рамках этого соглашения был создан проект образовательный, он называется «От А до Я», то есть от Алании до Якутии. Он вобрал в себя все самое интересное, что есть в образовании. То есть ребята в рамках этого проекта могут не только соревноваться, они могут обмениваться опытом, идеями новыми. Также преподаватели могут получить для себя какие-то полезные наработки от коллег. У нас очень много интересных идей в рамках этого проекта. Кстати, вот, одним из новых пунктов этого проекта является реализация конкурса профессиональных достижений мастеров, называется «Классный мастер». Проект очень интересный, на наш взгляд, он оригинальный. Такого проекта в России не существует. И нам очень нравится, что он именно с такой отдаленной республикой, от того, что мы настолько далеки друг от друга, мне кажется, общение очень интересное. Алана, ну а вообще, вот как прошел первый межрегиональный чемпионат, да, когда это было? Первый межрегиональный чемпионат прошел в августе 2022 года. Он стал таким первым большим мероприятием в рамках проекта. Он прошел в очень дружной, теплой обстановке. Ребятам очень понравилось с обеих сторон. И с якутскими коллегами очень тесно поработали. В рамках чемпионата межрегионального состоялась также обширная деловая программа. И, наверное, самым интересным моментом чемпионата было закрытие. Оно состоялось у нас в одном из наших самых красивых мест нашей республики – альпинистский лагерь Цей. То есть ребята в последний день соревнований совершили восхождение на ледник, получили новые эмоции, и уже с этими эмоциями состоялось закрытие чемпионата, подведение итогов. На самом деле результаты, которые были в чемпионате, то есть медали, они не столько имели значение для ребят, сколько вот обмен опытом, обмен эмоциями, общение, вот да. Оно было очень важным, и я думаю, что это и есть тот фундамент, на котором нужно строить дальнейшее сотрудничество. Вот сейчас у нас стартовал, получается, чемпионат профессионального мастерства. Проводятся вот до 26-го будут проходить соревнования в 9 компетенциях. Второй по счету. 8, да, второй по счету. Да. Расскажите подробнее вот и о компетенциях, в чем, собственно, будут соревноваться. Компетенции выбирались такие, которые интересны и актуальны в обеих субъектах. Это компетенция акушерское дело, преподавание в младших классах, веб-технологии, квантовые технологии, что у нас еще, сварочные технологии. Эти компетенции у нас развиваются, они очень популярны среди молодежи, и мы старались, чтобы как можно больше детей заинтересовались этими компетенциями и развивать их каждый в своем регионе. Сейчас тоже в рамках чемпионата межрегионального тоже пройдет обширная деловая программа, и в рамках этой деловой программы будет обсуждаться дальнейшее развитие проекта, новые идеи, пути решения, пути реализации проекта. Ага, ну а чем-то будет отличаться от прошлого года? Новые эмоции в любом случае будут. Наверное, одно то, что этот чемпионат проходит уже на совсем другой территории, это уже
отличает его от предыдущего чемпионата. А вот участники, которые сейчас соревнуются, какой-то предварительный отбор проходили, может быть? Или... Наверное, нет. Во-первых, наверное, скорее всего, их выбирали эксперты, кто больше подходит под эту роль, под роль конкурсанта. Вот. Ну а планы дальнейшие по сотрудничеству двух регионов какие есть на сегодняшний день видятся? Идей очень много на самом деле, и они с каждым днем их становится еще больше. То есть очень много хочется нашим коллегам из Якутии, чтобы было сотрудничество не только детей, но и преподавателей, то есть чтобы был обмен опытом и между преподавателями. Есть программы по обмену студентами, есть программы какие-то образовательные для преподавателей, курсы. Идей очень много на самом деле, все предстоит реализовывать. Ну, а предпосылки того, что все действительно будет реализовано, то есть, ну, мы понимаем, мы всегда строим планы всегда у всех грандиозные, да, но иногда что-то получается не так. Есть ли предпосылки, что действительно все планы будут реализованы? Мне кажется, что да, потому что уже сегодня, считай, третий большой шаг в реализации данного проекта, и это уже говорит о том, что дальше тоже будет еще больше. Алана, а поделитесь впечатлениями от нашей республики вообще? Республика, несмотря на то, что здесь минусовая температура, очень теплая, нас очень хорошо встретили. Мы побывали в царстве вечной мерзлоты, нам очень понравилось, эмоции прям зашкаливали. Дети, у них тоже вчера был конкурсанты, тоже, у них тоже была встреча с якутскими ребятами, подружились, у них тоже эмоции прям... Через край. Да, через край льются. Я думаю, что дружба между ними завяжется на годы вперед. Мы тоже на это очень надеемся. И желаем всем конкурсантам, конечно же, участия, плодотворного участия, да, успехов. До 26 марта, да, почти неделю будут ребята. Ну, пожелаем всем удачи, самое главное, и все у всех получится. Ну, а впереди нас ожидают еще гости. Правда, это будет после короткой паузы. Помимо этого, поговорим еще о многом чем интересном, многом чем. Обязательно. Да, ну, в 7 часов утра, почему бы немножко не ошибиться в слове. Ну, прямо сейчас пауза, оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. За первые 2 месяца года Россия поставила Турции в 3,5 раза больше пиломатериалов, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что также поставки выросли в Гонконг, Иран, Арабские Эмираты и Китай. В целом, рост экспортных поставок по отдельным направлениям показывает, что, несмотря на санкции за прошлый год, российским предприятиям лесопромышленного комплекса удалось найти новых контрагентов и оперативно перенастроить логистические и торговые пути, говорит в сообщении. Ожидается, что в этом году объемы поставок за рубеж продолжат расти. В частности, они будут увеличены в Китай. 100 килограммов деликатесов якутской национальной кухни. В эти дни активисты движения «Саха-волонтеры» и представители постпредства на Дальнем Востоке доставили в окружной учебный центр в Князе-Волконское и военные госпитали в Хабаровском и Приморском краях. Груз собран в республиканском штабе общественного движения «Якутия с тобой» и доставлен воздушным транспортом в единый координационный центр. В самые сжатые сроки замороженные продукты наши волонтеры и сотрудники привезли в воинские части и военные госпитали, где служат или проходят лечение солдаты из Якутии. Пробки на дорогах столицы должны сократиться. В Якутске открыли движение на перекрестке улиц Ленина и Кулаковского по временной схеме. Как отметил глава города Евгений Григорьев, перекресток открыт по Т-образной схеме. При этом, как заверил представитель заказчика, повторного закрытия перекрестка не будет. Сообщается, что сами ремонтные работы на данном участке идут согласно графику, а по некоторым позициям с опережающими темпами. У нас планируется ремонтировать 17 объектов, из которых у нас 10 водные. Основные объекты у нас капремонт проспекта Ленина, реконструкция Винокурова,
капремонт Вилюйской переулка, капитальный ремонт Бабушкина и реконструкция переходящих объектов Можайского. А также у нас планируется капремонт строительства переходной дороги, это северной, многодетной, 9 километров. На текущий момент работы ведутся по 3 объектам. Это капремонт Ленина, Бабушкина и Можайского. Также в Якутске наркологи и психиатры выдают справки только по онлайн-записи. Заявку можно подать через единый номер 122 или портал медицинских услуг. С 20 марта попасть на прием к наркологу и психиатру для получения справок можно будет только по предварительной записи. Для подачи заявки онлайн нужно зайти на портал медуслуг и войти в личный кабинет через подтвержденную учетную запись. Заключение нарколога и психиатра требуется при оформлении водительского удостоверения в ГИБДД, разрешение на оружие при поступлении или трудоустройстве и других обстоятельствах. Всего 17 новых кинозалов откроют в 13 районах республики. Новое технологическое решение и отечественный проектор разработаны на базе технопарка «Якутия». По поручению главы Эсена Николаева с прошлого года начали реализацию проекта по развитию сети кинопроката «Экстра Синема». Напомним, разработку по развитию российской сети кинопроката «Экстра Синема» в августе прошлого года представили премьеру Михаилу Мишустину. По словам директора системы проката Петра Черяева, в данное время заключают контракты с прошедшими конкурсный отбор организациями культуры. В селах установят кинопроекторы, моторизированные экраны и звуковое оборудование. Это «Утро Якутии». Продолжаем. Вернулись после короткой паузы. Соскучились по вам безумно и готовы дальше рассказывать. Да. И Интересно. поговорим мы сейчас на очень сладкую тему. Да. Кондитер-самоучка из Московской области изготавливает и продает торты с необычным декором. Пирожная картошка в виде хот-дога и картофель фри из песочного теста. Кондитер Марина Никольская из города Жуковский Московской области кондитерским ремеслом увлеклась после рождения детей. Будучи архитектором по образованию, Марина совместила художественные навыки и увлечение кулинарией без специальной подготовки. А так хобби превратилось в ее профессию. Вот эту беру, когда я делаю не просто десерт, а дарю какие-то эмоции. И очень часто люди просто мне описывают человека, для которого будет этот торт. То есть чем он занимается, какие у него воспоминания в жизни, что он любит, как он выглядит. Из всего этого я придумываю декор. И очень часто мне потом присылают видео, как люди растроганы всем, как они его рассматривают. Вот самая любимая часть моей работы. По словам Марины, для нее очень важно не просто изготовить торт, а подарить эмоции заказчику, опираясь на его индивидуальные предпочтения. Для этого она заранее старается получить больше информации о человеке, которому предназначается кондитерское изделие. По словам кондитера, в кулинарном сообществе большая конкуренция, поэтому Никольская старается использовать лучшие ингредиенты и создавать торты на заказ так, будто готовит их для себя. Сразу сладенького захотелось с утра. Сладенького захотелось. А я сразу вспомнил, что самая, наверное, распространенная ошибка в произнесении слова — это либо торты или торты, да? Всегда Да. мы понимаем, что торты, Торты, правильно. конечно. Но продолжаем иногда нет-нет договорить торты. У меня такое, допустим, бывает. Но вообще, в целом, все люди стремятся, я думаю, максимально, так сказать, ограничить свою речь и всегда выражаться правильно. Правильно, да. И сегодня мы как раз-таки в нашей одноименной рубрике поговорим о цветах, а точнее об их названиях. Ведь история происхождения названий различных цветов очень даже любопытна. Зачастую в названиях содержится своя история, легенда цветка, отражены основные или характерные признаки, оценка его основных качеств, место его произрастания и даже некая тайна. Доброе утро, дорогие телезрители! Какой же март без тюльпанов? Я думаю, со мной согласятся все, если я скажу, что тюльпан – это самый популярный весенний цветок. Родина этих растений является Ближний Восток. И долгое время тюльпан считался символом турецкой культуры. А в Османской империи этот цветок был символом спокойствия, мира и благополучия.
Само слово «тюльпан» имеет отношение к османо-персидскому слову «тюльбент» или «тюрбан». Тюрбан – это головной убор, который крепился при помощи специального полотна. И по форме этот головной убор напоминал головку тюльпана. Нужно сказать, что в России, точнее на Руси, тюльпаны турецкие были известны раньше, чем в Европе. Они были известны с XII века. Но назывались они иначе. Тюльпаны назывались тогда лала. Однако, в конце концов, и в восточных, и в европейских языках этот цветок получил одно лингвистическое обозначение. Тюльпан стал тюльпаном. И в конце концов это название закрепилось за этим цветком по всему миру. Давайте говорить правильно. Всего доброго! В честь столетия Якутской ССР была издана книга молодого писателя Лидии Тарасовой «Моя Якутия». Но это не просто учебник или энциклопедия, а книга, которая соединила в себе анимацию в интересный рассказ, исторические факты, яркие иллюстрации и милых героев. Все это дает юному читателю возможность узнать много нового о своей родной республике. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодня я хочу вам рассказать о такой книге, как «Моя Якутия». Она была выпущена к столетию образования Якутской ССР. И автором является Лидия Тарасова, известная по псевдонимам Кындыкан. В самой книге расскажут о республике, о народах ее заселяющих, о истории, фауне, о драгоценностях, таящихся в недрах земли, о краснокнижных животных и птицах. И все это на понятном детям языке. А красочная картинка только дополнит все вышеперечисленное. На страницах книги можно увидеть лица известных деятелей народа Саха, их краткую биографию и что они привнесли в нашу республику и ее развитие. Кстати, о развитии. Расскажут о науке, образовании, спорте, искусстве, что с каждым днем продолжает улучшаться и изменяться. На меня книга оказала очень хорошее впечатление. Она мне понравилась, и мне самой было интересно отвечать на вопросы, которые задавались по ходу чтения мамонтенкам. Эту книгу я советую не только детям, но и их родителям, чтобы подавать пример и с детства прививать любовь к чтению. Этот экземпляр подарил Конгресс-центр Якутия. В скором времени книги будут направлены в республиканскую библиотеку. А сейчас в Якутске ее можно найти в ДТК «Центр чтения». Она находится в IT-парке, 3-й этаж. До встречи! Ну а в Байкальске завершился ежегодный всероссийский фестиваль «Архбухта». Его итог – десятки новых произведений искусства. Где они расположились и куда отправятся экспонаты теперь, после закрытия фестиваля, расскажет Даниил Седов. На территории бывшего БЦБК снова шумно. Деревянная стружка летит в разные стороны. Вот только вся эта работа никак не связана с деятельностью некогда крупнейшего предприятия Байкальска. Здесь проходит всероссийский фестиваль «Архбухта». Студенты архитектурных и строительных направлений со всей страны приехали на берег Байкала. Их задача – переосмыслить в творчестве историю города. Мы действительно находимся в таком месте, который перелистывает свою страницу истории. Мы уходим от индустриального наследия и переходим к новому творческому переосмыслению ценностей как самого места, как Байкальского города будущего, ну и, конечно, самой территории комбината как пространства для нового, креативного, молодежного творчества. А творчеству на территории БЦБК есть куда разгуляться. Места много. Молодые скульпторы и архитекторы, а их более 100, создают скульптуры буквально из всего, что попадется под руку. Дерево, металл, снег, лед. Конечно, не обходится и без трудностей. У нас получается
получается, объект называется «Осколок Байкала». Сам основной каркас у нас сделан, ну, металлокаркас, собственно говоря. И должен был быть еще оргстекло, но материал не приехал, и, в общем, его не будет. И будем импровизировать. Творческой импровизацией молодым людям приходится заниматься уже не в первый раз, ведь фестиваль «Архбухта» проходит в Иркутской области уже в 17-й раз. А территория бывшего целлюлозного комбината используется в качестве арт-площадки в 3-й. Для организаторов важно, чтобы участники создавали скульптуры, которые соответствуют месту. И теперь это не забытая промплощадка, а точка притяжения для местных жителей и туристов. Мы в этом году делаем объекты, которые максимально интегрированы в то пространство, где они находятся, и не просто являются какими-то новыми точками притяжения, а они наполняют эту территорию. Именно поэтому после закрытия фестиваля все скульптуры остались в Байкальске на территории бывшего БЦБК. Ну а в будущем планируется создать музей, где будут представлены лучшие экспонаты фестиваля. Даниил Седов, новости по будням. В рамках фестиваля «Мусустар» в Якутске проходит вокальный конкурс «Сустар». Конкурс проходит уже в 3-й раз, и в этом году отборочные туры прошли в 22 улусах нашей республики. По результатам отборочного тура прошли 17 участников из разных районов региона нашего. В этом году конкурс посвящен году патриотизма и наставничеству. У нас в гостях сегодня Екатерина Куценко, участница вокального конкурса из Алданского района, и Стелла Кирсаненко, если я правильно поставил ударение, участница вокального конкурса также из Булунского района. Здравствуйте, доброе утро. Доброе Девушки-красавицы, расскажите, как проходил отбор претендентов? У нас был муниципальный этап, я прошла, и меня уже направили далее в Якутск. Ну, сложно было? Насколько много желающих в Булунском районе попасть на фестиваль? Ну, скажем так, было не очень сложно, потому что я сразу знала, что я пройду. Было более волнение здесь уже появилось, когда я прилетела. Вот у нас такой контраст. Булунский район у нас на севере, Алданский южнее. А на юге тогда как проходил отборочный? В этом году у нас фактически не было муниципального отбора. У нас подавали заявки напрямую. И из поданных заявок выбрали мою. Мне было очень приятно. Но мы так понимаем, сейчас как раз-таки идет финал, да, конкурса вокального. Сколько участников осталось, и мы знаем, что вы, к сожалению, не попали в финал, да, но остались поддержать своих земляков. Да, так и есть. Осталось в финале 5 участников от каждой команды. Фактически 5, но на самом деле их 8, потому что одним из участников является трио. Это трио парней, которые, по-моему, были как раз у вас в гостях недавно. То есть это не только сольные, да, исполнители? Да. Можно... Но я так понимаю, оцениваются они в разных своих категориях или все сразу вместе? Нет, все на одном уровне. Понятно. Вот прошли вы отборочный, да? Ну, там, я так понимаю, не только один конкурс проводится, помимо этого и мастер-классы какие-то и так далее. Вот прошли вы отборочный, как ваша жизнь двигалась дальше, скажем так, вот до сегодняшнего дня? Программа конкурса очень насыщенная. Самое главное, удобно, что мы все находились в одном месте на базе театра эстрады, поэтому все мастер-классы, все работы со спикерами, все наши репетиции и все остальное проходило именно внутри этого здания. И для нас это было очень большое удобство и преимущество, конечно, этого конкурса, что не нужно было думать, куда же нам сейчас поехать, как нам куда-то добраться. Было очень много мастер-классов предложено организаторами для нас. Это и мастер-классы от приглашенных гостей, а также от самих организаторов конкурса. От приглашенных спикеров были такие мастер-классы, как сцен-движение, например, сценическая речь, хореографические мастер-классы, потом мастер-классы по блогингу. От самих организаторов это ежедневная, конечно, вокальная распевка. Каждое утро у нас начиналось с часовой распевки, и это очень такой сразу заряд на плодотворный день. Стелла, а вам что запомнится больше всего? Больше всего вот мне понравились вокальные занятия с утра. Очень помогает. Ты распеваешься, и все утро у тебя такой заряд энергии. Спать сразу не хочется, просыпаешься, даже если очень сильно хотелось.
Ну вот раз мы заговорили о том, что распевка с утра это очень хорошо, у нас утро, вы поете, может быть, что-то... Ну, полезно будет и нам, я думаю, с тобой, Саш, да? Я поберегу уши наших зрителей. Как вот распеться с утра? С чего? Ну, самое главное, основа любого вокалиста, основа пения, это, конечно, дыхание. Мы можем предложить вам вместе с нами немножко подышать. Давайте попробуем. Для любого ведущего тоже очень важно. Давайте сделаем, поставим ручки перед собой, потренируемся их разжимать, да, и будем, приоткроем рот для того, чтобы дыхание было только через нос. Делаем вдох и выдох носом. Остановите свои руки пока что. Да, потренируйтесь, просто дышать только носом. Да, теперь сожмите руки в кулаки и на каждый выдох делайте разжатие. Да, то есть вдох у нас происходит самопроизвольно. Через нос. При этом у нас должен активно работать, конечно же, живот и пресс. Да? Ну, такие... Возможно, даже пресс можно накачать. Вот, ну, что ж, я чувствую какой-то уже заряд. Я немножко пробуждаюсь. Девушки, ну, говорим мы о вокальном конкурсе, да, и, конечно же, не можем вас отпустить без песни, без хотя бы отрывок, да, какой-нибудь с утра подарить нашим зрителям. С удовольствием спою. Песня как раз подходящая под название вашей передачи. Отлично. «Утро Якутии». Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Хотим отметить, что это наша с Пашей, кстати, любимая песня. Да, и не зря мы работаем в утре. И твоя короночка, но для меня уже не короночка. Очень спасибо за, во-первых, музыкальное такое утро. И я думаю, зрителям тоже понравилось. Ну что ж, да. Вы, конечно, в финал, как мы уже выяснили, не попали. Тем не менее, ну, я думаю, что повезло, и вы все равно рады, что удалось пройти конкурс, принять участие, вот, получить много информации для себя. И, наверное, самое-то главное в этом всем — это вот какие-то новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства, опять же. Конечно. Спасибо. Вам дальнейших успехов. Обязательно еще раз. Еще увидимся с вами когда-нибудь. Обязательно. Спасибо. Ну что ж, вот такое вот дыхание весны почувствовалось, да, хорошее настроение. Мы продолжим эту тему в следующем сюжете. Закончились метели, рассох в лесу валежник, к нам птицы прилетели, в траве зацвел подснежник. Теперь светает раньше, и звонок день, как бубен. Березки побелели, и нет на них зарубин, а скоро сок по веткам помчит их оживляя. Весна пришла, природа вновь живая. Вот после... Вот с утра надо петь, я так поняла, да? Есть же такая песня даже известная «Проснись и пой». Не зря же она ведь была написана, наверное, да? Я думаю, что самое главное все-таки какие-то физ-нагрузки. Вот с утра зарядку сделать. Мне кажется, это тоже не менее бодрит. Дыхательную гимнастику. А если делать зарядку и петь одновременно, я думаю, то ты просто станешь как батарейка, вот полностью стопроцентный заряд, и все испытания дня преодолеешь просто вот на ура. Надо да, закончим программу, буду делать зарядку и петь одновременно. Ну, мы почти все сделали уже, да? Половину дела уже сделали. Успели, осталось зарядка. Да, и настроение чувствуешь, как поднялось? Да. Да?
Вот. Но, тем не менее, сейчас тепло. Что нам еще поднимает настроение? Что нам поднимает настроение? Во-первых, теплая погода, которая... Ну, сейчас немножко заморозки в Якутск пришли, тем не менее, они отступят. И самое время, опять же, проводить время на улице и гулять. И зарядку можно делать на улице. Помимо этого, с наступлением теплых дней в детском зоопарке Дворца детского творчества увеличиваются часы занятий по кружкам «Живой уголок». Это связано с тем, что в это время у многих животных рождаются малыши, а у некоторых начинается линька. Как раз в это время педагоги кружка рассказывают детям об особенностях животного мира. Учат их правильно ухаживать за некоторыми из них. И более подробно в материале Дмитрия Тымырова посмотрим. Символ этого года – кролик по имени Шустик. Здесь любимчик всех детей. Его не только гладят, но и носят на руках. Помимо Шустика здесь живут еще несколько животных. Все они постояльцы этого зоопарка. По словам педагога Анны Кимовны, действующий живой уголок прививает в детях не только любовь к животным, но и учит их быть ответственными. Живой уголок способствует постоянному общению с живыми объектами, проведению с ними наблюдений, опытов, а также систематическая работа по уходу за животными. Живой уголок – это место, где ребятам предоставляется возможность прикоснуться к природе, к миру животных, познакомиться с их особенностями. У большинства детей, которые посещают этот кружок, имеются дома домашние животные. И по их словам, посещая живой уголок, они узнают о своих питомцах еще больше информации. У тебя дома есть животные? Да. Кто у тебя дома? Попугай Милашка и еще один попугай Саня. Ну и здесь учат чему-то, чтобы за ними как-то ухаживать? Или ты это все узнаешь дома? Я это узнаю дома. А здесь чему учишься? Я здесь учусь, чтобы узнать еще советы попугаев. Ну, расскажи, Арсан, у тебя дома есть домашние животные? Кто они? Ну, есть кошка, собака. Как их зовут? Кошку зовут Вася, а собаку Дор. Ну, расскажи, с какого года ты здесь ходишь и почему ты выбрал кружок зоопарка? Потому что мне нравятся животные, и я хочу узнать больше о животных, и я пришел сюда с 2021 года. Любовь к животным педагоги прививают детям не только через общение с животными, но и применяя на своей практике другие формы работы. Например, они делают различные подделки из природных материалов, участвуют в научно-практических конференциях и организовывают различные акции. Так, например, в эти дни у них идет акция «Покорми питомца», где каждый желающий может поделиться фруктами, овощами и другими кормами с животными этого мини-зоопарка. Если вы вдруг захотели стать участниками этой акции, то смело сходите во Дворец детского творчества и посетите этот мини-зоопарк. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якут. В Якутске в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина проходит выставка «Шедевры лоскутного шитья России» в рамках проведения фестиваля «Душа России» в Якутии. Здесь представлены уникальные изделия ручной работы. 33 лучших мастера со всей России принимают участие в мероприятиях. География участников обширна. Так, приехали к нам мастера из Екатеринбурга, Перми, Рязани, Астрахани, Самары и других многих городов. Также запланирован показ работы из Европы и Азии. Да, у нас сегодня в гостях Римма Быбина, руководитель делегации российских мастеров, и директор международного фестиваля «Душа России», город Москва. Римма, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, рада вас видеть. Вот. Ну, в своих интервью не раз вы говорили, что, в принципе, культура народа – это, естественно, его душа. Ну, так оно и есть. То, что внутри нас, что-то глубинное и так далее. Ну и не случайно, поэтому фестиваль все-таки называется «Душа России». Вот. Но вы сейчас в Якутии, проходит фестиваль, получается, выставка, да? Соответственно, да. И, опять же, наши якутские мастера тоже как бы свой какой-то вес среди российских мастеров имеют. Чем якутские что их мастера отличает, привлекают? Да? Ну, в первую очередь, это новизна восприятия. И вы знаете, когда человеку интересно, когда он видит что-то новое, с одной стороны. С другой стороны, что-то необычное. И якутская делегация приезжала на фестиваль «Душа России», который проходил у нас с 2015 года.
каждый год якутская делегация привозила уникальные свои работы лоскутные, и вот под руководством Анны Зверевой проводилась целая такая программа. Это был, знаете, просто бум. Для зрителей было это очень интересно. И когда я объявила о том, что мы едем в Якутию, желающих было так много, но я понимала, мне нужно вместить в один автобус. Поэтому только 33 человека. Вот да, вы тут перечисляли города, и действительно, это Киров, Астрахань, Самара, Калуга, Тула, Новосибирск, Сысерть. То есть практически вся Россия здесь представлена. Именно поэтому мы говорим «Душа России». И наш фестиваль в 2018 году был победителем конкурса «События России». У нас более 3000 участников из 650 городов, деревень и поселков страны. Поэтому мы и говорим «Душа России». И иногда нам кажется, ну что такое лоскутное шитье, да? Такой термин. Некоторые говорят, ну, там еще может быть интересно. Поэтому я говорю, обязательно поспешите до 24 марта успеть ваш замечательный дворец имени Гагарина. Я его называю дворцом, потому что он действительно как дворец. Это большое количество работ мастеров со всей России. И знаете, как сито мы отсеяли, выбрали, понятно, что мы привезли только часть. У нас фестиваль проходит в Москве, в центре столицы, рядом с Красной площадью, в Гостином дворе, и у нас там 16 тысяч квадратных метров. Так. И мы все это заполняем. И у нас, ну, это понятно, что это большая гордость участвовать на такой огромной площадке. Это и гордость участия. Кстати, мы всегда даем лучшие площадки якутским мастерам. Так по секрету вам скажу, потому что действительно, ну как вам сказать, вот вы спрашиваете, чем якутские работы уникальны. Но первое, в первую очередь, то, что они практически все на 100% сделаны вручную. Ну, на 100, не на 100, но 98%, да? И вы знаете, когда человек создает что-то руками, в первую очередь, если у него здесь пусто и здесь пусто, он руками ничего не создаст. Ничего не получится. И вот ваш уникальный шов, мы его называем КБТ, или такая техника кантирования, когда идет такой тоненький кантик, вокруг там треугольничка, полосочки и так далее, и ты не понимаешь, как это сделано, да? И она действительно уникальная. И когда наши мастера сюда приезжают, они говорят, научите нас. Я уверена, что когда мы вернемся, наша делегация вернется, многие начнут шить подобно вашим мастерам. По крайней мере, вчера многие из нашей делегации, барышни наши, скупали книжки с орнаментами якутскими. И это всегда бывает, знаете, взаимопроникновение. С одной стороны, якутские мастера начинают у нас много опыта приобретать, и в то же время мы, вот это взаимопроникновение искусств, оно, ну, как бы сдружает нашу страну. А вообще фестиваль, честно говоря, это такой парад искусства, когда, и самое главное, вот мое личное мнение, что лоскутное шитье дает нам повод развивать нашу креативную индустрию и креативную экономику. Потому что когда мы говорим о том, что мир сильно меняется, нам в первую очередь понимать, а как он меняется? За счет творческих людей, в первую очередь. Что такое цифровизация, да? Мы еще там несколько лет назад не думали, что вся наша жизнь вдруг вот в айфончике. В ладошку, да? Просто. В ладошку, да. Вся наша связь, все наши фотографии, переписка, все наши памятки, все здесь. И это вот с одной стороны цифровизация, а на другой чаше весов мы же не можем постоянно ткаться сюда. Значит, у нас в трендах, кроме цифровизации, ручной труд, уютный дом, сделай сам, народное творчество. Мы в первую очередь народное творчество, безусловно, но и важную вещь, которую я хотела подчеркнуть, когда мы говорим о развитии экономики страны, многие страны развивают собственный туризм. Вот я считаю, что лоскутное шитье — это тема событийного туризма. Мы сейчас к вам приехали, якуты приезжают к нам, и ездят по всей стране. Кстати, ваша делегация якутских мастеров побывала, наверное, на всех российских фестивалях. Фестивалей лоскутного шитья очень много. Мы, может быть, самый крупный фестиваль, вот «Душа России», а самый крупный фестиваль, самая крупная площадка у нас, но фестивалей много, и вот мы так мигрируем и вывлекаем все новых и новых участников. Рима, вот вопрос такой, в принципе, сейчас очень много так общее, да, поговорили, а вот ваши личные впечатления вот от этого фестиваля, который сейчас проходит? В Якутии? Да, да.
Это надо не только меня спрашивать. Смотрите, каждый день мы собираемся группой, идет обсуждение, и у всех такие переполненность эмоций. И в первую очередь, знаете, что мы отмечаем? Доброжелательность, открытость, гостеприимность, которая присуща якутскому народу. Нам здесь все нравится. И я думаю, что вот эта открытость, она главный фактор, который притягивает сюда. Я уверена, что после нашей делегации все больше и больше людей захотят приехать в Якутию. Вы знаете, у нас ведь все, кто сюда приехал, пришел сито, отбор. Это приехали действительно лучшие мастера. Они все практически блогеры. Они все пишут сейчас о нашей поездке. Я уверена, все многие уже пишут. А когда вы новую поездку организуете? Когда мы можем с вами еще поехать туда? Скажите, ну вот интересно, да, в народном творчестве есть такое понятие тренд? Безусловно. Ведь мы же сохраняем историю, да? Конечно, мы говорим о том, чтобы будущее, знаете, будущее не может быть без корней, как дерево, да, как ваша серьге. Нижний уровень, средний уровень, верхний уровень, да. И, безусловно, если у тебя нет прошлого, у тебя не будет будущего. Конечно, мы сохраняем историю, конечно, мы передаем традиции. Тут очень важно, как мы вовлекаем молодежь во весь этот процесс, кому передать. Ну, кстати, говоря про то, что да, наша жизнь сегодня вот в руке помещается, с другой стороны, народное творчество, вы говорите про привлечение молодежи. И, в принципе, да, последних там 10-15 лет великая проблема, что молодежь, она уходит в цифру туда, в виртуальный мир. Привлекается ли сегодня молодежь вот именно к этому всему процессу? Вы знаете, все время надо думать. Все время надо думать и придумывать. И нельзя сказать, вот иди, твори, делай, это так здорово. Знаете, можно проговаривать очень много высокопарных фраз, и никакой реакции не будет. Надо, знаете, вот творческие люди в том-то и состоят, что они придумывают как. Ну, например, самое главное, что привлекает сейчас молодежь, это, конечно же, одежда. Это самовыражение. И выразить, использовать элементы лоскутного шитья в одежде, это для молодежи увлекательно. Мы, кстати, вот сейчас придумали такой конкурс, называется «Заплатка как арт-объект». Помните, как все ходили в дырявых джинсах, да? Холодно, ну, ходили, да? А сейчас, мне кажется, новый тренд, как украсить эту заплатку, во-первых, чтобы дырки не было. Сделать заплатки. Да. И молодежь к этому привлекается очень интересно. Причем заплатка, она может быть и на коленке, и там на какой-то любимой рубашке, на какой-то любимом платье, на какой-то даже сумке, понимаете? Вот тут молодежь активно увлекается. Но когда мы вовлекли, дальше люди уже не останавливаются. Это такое творчество, которое, знаете... Только начнешь, и все. Да, уже. На генетическом уровне все это сидит на самом деле. Мы же в детстве много помним. Вот, знаете, тепло маминых рук, бабушкиных пирогов. Все равно это совместная ассоциация с тем, что связано с домом. И в первую очередь это как бы культ семьи, который надо поддерживать. Через что? Через рукоделие. Через ручной труд. А мне хотелось бы отметить ваш наряд. Я знаю, что у вас тоже все сделано собственноручно, да, платье, бусы. Но вы знаете, лоскутное шитье, это, знаете, не надо говорить, лоскутное шитье — это лоскутное одеяло, ничего подобного. Лоскутное шитье — это и одежда, и сумочки, и какие-то бусы, украшения, ну, то есть... картины лоскутные, да? Поэтому, конечно же, все, кто увлекается этим, обязательно себя, вот смотрите, тут важно, как ты подобрал тканюшки, да, в какой цветовой гамме, как ты сделал там бусики. Кстати, бусы, да, мы про них разговаривали перед нашей беседой, да, что мы были очень поражены, что сделаны они из просто ткани. Да, просто ткани. Помял иголочкой туда-сюда, вот каждый шарик сделал, соединил. Ничего сложного нет, но это приятно, и это, знаете, как, все равно что-то новое. Вот каждый раз, когда человека встречаем, мы должны в нем ответить, как он нам запомнится, чем-то новым и чем-то интересным. Да. Это вроде как бы забытое старое, на самом деле лоскутное шитье, оно развивается, оно постоянно в развитии, много новых техник. Если традиционно это всегда было полосочки, треугольнички, квадратики, то сейчас очень много новых техник, которые мы называем арт-текстиль уже, более современные. К сожалению, мы можем общаться долго еще на эту тему, очень интересно, но не позволяет эфирное время. Вам спасибо большое. Спасибо. Ну, желаем удачи вообще в движении, в развитии, в принципе. И надеемся, мы еще раз приедем в Якутию. Очень обязательно. Надеемся. В Центр культуры имени Гагарина приглашаем всех гостей якутян до 24 марта. Да. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях.
Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Об этом написал президент Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньмин Жибао». Материал на русском языке опубликован на сайте Кремля. По мнению Путина, прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Политический диалог стран стал предельно доверительным, а стратегическое взаимодействие всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Одним из приоритетов для России и Китая является торгово-экономическое партнерство. По итогам прошлого года был поставлен новый рекорд в двустороннем товарообороте. Он удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Труднодоступные села Абыйского Улуса и Якутии доставили бензин. Нефтепродукты от компании «Саха-нефтегазсбыт» вошли в обыденную жизнь жителей труднодоступных наслегов. Зимникам на минувшей неделе компания завезла бензин «Регуляр-92». Уолбудский наслег – это 16,5 тонн, а также в село Абый – 33,5 тонны. В Сааганак завезено 33% от плана. В плане стоит перевозка в село Джоску и Майорский наслег. Отметим, что завоз будет производиться до закрытия автозимника. В России начался единый госэкзамен. Досрочный период продлится до 19 апреля. В эти дни сдать ЕГЭ планируют около 18 тысяч человек. Большинство участников, свыше 15 тысяч, выпускники прошлых лет. Открывают досрочные ЕГЭ экзамены по географии и литературе. Половина участников досрочного периода планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку. Почти 6 тысяч по профильной математике, 5,5 тысяч по обществознанию. Далее по убывающей биологии, английский, история, информатика, химия, литература и физика. Во всем мире отметили День детского театра. Так, в Театре юного зрителя Якутии представили премьеру спектакля «Мальчишки-бальчиш» или «Сказка о военной тайне». В сказке рассказывается о мальчише-кибальчише и его друзьях, которые наравне с Красной армией защищали родину. Спектакль рассказывает современным детям о чести, отваге, дружбе, а также патриотизме. На премьеру пригласили учащихся начальных классов школ Якутска. Наше поколение очень хорошо знает это произведение. Мы читали сказку о мальчише-кавальчише, смотрели фильм о мальчише-кавальчише и хотели быть очень похожими на этих мальчишей и малышей, быть храбрыми, как они, и защищать свою родину. На данный момент на первый план вышло патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вот поэтому мы поставили это произведение, чтобы подрастающее поколение так же, как и мы, стали храбрыми, и если потребуется, они стали на защиту своей родины. Финал молодежного фестиваля «Мусустар» состоится 25 марта. Организаторы обещают, что событие будет буквально наполнено танцевальной энергией молодежи. Так, молодежный фестиваль «Мусустар» под девизом «Якутия вперед» завершится 25 марта в спорткомплексе «Триумф». Первые два фестиваля стали крупным зрелищным событием весны для всех жителей города. В этом году основное внимание будет уделено самой арене «Триумфа» с многоуровневой сценой со сложной конструкцией экранов. В финале мероприятия состоится презентация музыкально-мультимедийного представления «И так создавалась земля» по мотивам традиционного зачина Олонхо, где исполнитель будет взаимодействовать с изображением. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Ну а тем временем персиковые деревья зацвели в Каталонии, в Испании. Один из муниципалитетов этого региона окрасился в розовый цвет. Здесь начался сезон цветения персиков. На этих кадрах туристы любуются яркими цветами персиковых и нектариновых деревьев и фотографируются на фоне цветения. Городской совет Айтоны, так называется муниципалитет, непосредственно организовал инициативу под названием Fruitisme, которая должна повысить туристическую привлекательность местности, а также способствовать экономическому развитию муниципалитета. В рамках проекта туристы могут прогуляться по полям, сделать красивые фотографии, продегустировать персики и даже забронировать полет на воздушном шаре над цветущими садами, что, на мой взгляд, кажется, вообще просто будет незабываемое путешествие. Смотри, как красиво. Мне почему-то напоминает цветение сакуры. Сакуры, да, согласна. Тоже, да, вот схожая такая история.
Но в целом... А вообще тоже похоже на деревья на яблоню, только, ну, яблоня, конечно, белого цвета, да, у нас, цветочки, сами лепесточки. Да. Вот здесь розового. Но еще больше радует, что через несколько месяцев на этих деревьях появятся вкусные плоды. Да, сочные персики. Да, поэтому я бы приехал туда не сейчас. Ну, цветет да цветет, а вот персики посрывать и покушать вкусные прямо с дерева. Ну, я думаю, учитывая, что я очень люблю персики. Ой, теперь персиков захотелось. Да. Ну, однажды, когда-нибудь и на нашей улице зацветут персиковые деревья. В целом, конечно же, да, вот такие пейзажи невероятные. Посмотри, какие широкие поля там. Да. Да? Какая огромная территория. То есть там гулять, да гулять. Вот. Интересно, наверное, аромат тоже такой соответствующий, да? Я думаю, что да. Возможно... Как ты думаешь, деревья пахнут персиками? Нет, как сами плоды? Нет, они не пахнут, наверное, как сами плоды, но думаю, учитывая, что плод у них сладкий, пахнут они тоже достаточно сладенько. Ну, вот на такой красивой, сочной, да? И немножко даже вкусной ноте. Мы наш эфир вторника «Утро Якутии» завершаем. Отправляем вас в новый день. Пусть сегодня обязательно у вас все получится. Да, пусть такой же насыщенный день будет, как и вот эти картинки, которые мы только что видели, прекрасные. И пусть все будет вкусно. Одевайтесь теплее, 20-22 градуса мороза сегодня. Увидимся завтра.